Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 15 мая 2026 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, на волнах ИМИ Радио. Последние недели были для меня довольно насыщенными. Напомню, что на предыдущей неделе я участвовал все 6 дней супер Rapid Blitz турнира из серии Grand Chess Tour. Это 5-й юбилейный турнир, который проходил в Варшаве. Удалось взять интервью вместе с моим коллегой у многих гроссмейстеров. Значит, единственная, конечно, проблема случилась с претендентом, с Каруаной и с чемпионом мира, потому что они давали, согласно их контракту, я подозреваю, давали интервью только представителям официальной прессы от турнира. То есть имеется в виду, что сторонним СМИ они с удовольствием фотографировались, давали автографы и так далее. Но, к сожалению, каких-то слов касаемо турнира или касаемо будущих турниров не удалось получить. В общем-то, это нормальная тактика, нормальный, значит, подход по поводу того, что всякие там вещи ведь случаются, и до этого случались, там психология немаловажное значение имеет, потому что, ну, разной степени, так скажем, подготовленности журналисты там просят сыграть, там, порассказать о какой-нибудь подготовке там или еще каких-то вещах. А ведь шахматисты, там, ну, как говорится, это же народ думающий, да, то есть вот какая-то эффект бабочки может у них там случиться, и вот тот факт, что какой-нибудь блогер, там, журналист просил о подготовке, например, там, за 5 месяцев до матча, может сыграть свою роль, безусловно, потому что помимо физической подготовки, в общем-то, значит, которая, ну, я бы не сказал, что сейчас есть шахматисты, которые вот прям серьезно занимаются. Я вообще считаю, что касаемо дважды претендента на, значит, мировое первенство, вот Ян Непомнящий, например, он, по-моему, 86-го года, ну, то есть у него уже время уходит. Сейчас, представляете, претендент Джавахир Синдаров, ему 20 лет, то есть 2006 года рождения. То есть начинал он карьеру свою, конечно, рано, там на высоком уровне уже играл 6, 7, 8 лет. Это, очевидно, и сейчас вообще шахматная школа Узбекистана очень сильно на подъеме. Мы здесь периодически играем с ребятами, тоже с мигрантами с Узбекистана. Блестяще говорят на нескольких языках. Свободный английский, значит, в общем-то, блестящая подготовка, в том числе шахматная, играют на достаточно высоком уровне. И это, по-видимому, ну, заслуга в том числе и шахматной федерации, потому что, ну, это не, так скажем, претендент, это не первый чемпион из Узбекистана. Мы напомним, что был такой в начале 2000-х годов Касымжанов, если я не ошибаюсь, Рустем Касымжанов. Вот он был, значит, одним из тех, кто вообще в Центральной Азии один из первых, кто, в общем-то, достиг высокого уровня, да. И надежно вот в женских шахматах лидирует шахматистки из Казахстана. И вот Бибисара Асулбаева, у которой была там попытка, значит, играть за российскую сборную, но она столкнулась с проявлением нацизма, шовинизма, в том числе со стороны шахматной мафии российской. Я помню, как Соложенкин вместе с тоже гроссмейстером Халифманом. Халифман тоже был там по нокаут-системе в свое время 1 годик, значит, чемпионом мира по версии ФИДЕ считался. И вот они устроили травлю там где-то с компьютером, где-то еще доказывали, что вот Асаубаева, значит, там Бибисара ходит там по шахматному. Но, то есть это такое вот, ну, знаете, как лузерство, что ли, вот этот несчастный Соложенкин, да. Вроде бы как гроссмейстер такой, ну, представляю, такая кислая морда такой, знаете, лимон. И вот он в наглую там тут же на турнире где-то в Южной Америке там растрезвонил. А почему такая ситуация произошла? Потому что его дочь, она проиграла. Ну и понятно, когда у тебя, значит,
папаша-тренер, неудавшийся там тоже какой-нибудь гроссмейстер, потому что сейчас гроссмейстеров много. И вообще, в принципе, те, кто играют, они считаются после 2700, да. То есть на международном уровне, которые хорошие спонсоры, есть вероятность того, чтобы попасть в призы, да. Вот, например, Ханс Ниман выиграл этот турнир, да. Первый этап, значит, из серии Гран-Чес Тура. Приз, призовые деньги составили $50 000, за последнее место $7000. Довольно, неплохое вспомоществование, так скажем, да. А вот эти вот все гроссмейстеры, особенно рейтинг, у которых ниже там 2500, то есть когда-то они достигли для того, чтобы гроссмейстерскую норму выполнить, там, значит, а потом в классику в другие там падает, значит, вот у них есть немножко где-то вот что-то недоработка, то есть это вот пик формы, собственно говоря, да, то есть дальше, если не растут, то это уже большая проблема. А с течением возраста, то есть если я вот сейчас начну там сильно играть, допустим, да, я, кстати, заметил, что я вот после этого Гран-Чес Тура, когда там, значит, сидел там, что-то пытался анализировать, значит, видео даже выпустил там, где я там сижу, типа, анализирую партию там и так далее. Понятно, он смешно анализировал, но, тем не менее, сейчас вот вижу, что некоторые преимущества, некоторые по крайней мере, в блиц-партиях есть. Понятно, что в классике я играю довольно плохо, посредственно. Но есть возможность вырасти, но максимум, может быть, 2000. И то путем того, что я там с утра до ночи буду там год или полгода там буду штудировать книжки там и так далее. Потому что уже память не та. Уже, в общем-то, понимание того, что, буду я в каких-нибудь маленьких опенах играть, там, обижать каких-нибудь детей, там, 7, 8, 9 лет. Вот как я товарищеский матч сыграл, получил в мае месяце 2026 года рейтинг ФИДЕ, наверное, 1100 или 1200. Может быть, еще ниже. В общем, ситуация довольно такая веселая. И причем я заигран за Польскую Федерацию, так что это нормально у меня рейтинг. Добавил свою 1000 рейтинга ЛО в польскую, к польским шахматистам. И в целом могу так сказать о том, что вот если ты не вырос сейчас в шахматах до 15 лет, хотя бы до уровня 2600, 2700, да, то уже за какие-то мировые это трудно побороться. То есть уже нету возможностей. И вот этот с кислой мордой Соложенкин подходит к своей дочери, да, и говорит: у тебя же выигранная позиция была. Как ты могла проиграть? И дочь, естественно, боясь там побоев, боясь там, может, еще чего. Мы же не знаем, как там Соложенкин, какие методы применял, значит, физического воздействия к своей дочери для того, чтобы в нее... это не ее, то есть это видно, то есть у нее прогресса-то нету, она вроде как женским гроссмейстером стала, но мы не видим, чтобы она где-то на международном или на каком-то высоком уровне играла. И вот это послужило поводом, то есть такая дискредитация тотальная, там поперли эти там Соложенкин, этот Халифман, там еще группа там каких-то этих добавилось, значит, и мать очень жестко там встала, подала в суд. Значит, Соложенкина заставили извиняться. Естественно, что я так удивился, а что там, как там либеральные шахматисты, которые там Карпова, там, еще каких-то там деятелей, которые еще с советского времени властный сапог облизывали там, да. Они тоже так сидят, молчат, так отстаиваются, как говорится, в сторонке. Я говорю: так вы же ничего не видите, что ли? Что это чисто вот накат. А это мафия. Вы поймите, хоть он либерал, например, да, но он вот не хочет, чтобы Бибисара там Асуйбаева или там еще какой-нибудь там Аздамир Кучурбеков какой-нибудь, да, играл там первым номером где-нибудь в Подмосковье там и так далее. То есть они вот это вот предпочитают не замечать. И, в общем-то, правильно сделала, значит, что вернулась, то есть сдали они там эту квартиру там подаренную, а может и не сдали, кто его знает. В общем, мать довольно жесткая у Бибисара Асуйбаева. И теперь мы вполне возможно видим о том, что вполне возможно образуется семейная пара, в которой, значит, и чемпион мира будет, и Бибисара Асуйбаева очень близко вот в этом году была к, значит, выходу на претендентский матч. Она заняла в претендентском матче 2-е место. И, конечно, Вайшали, сестра Прахананхи,
Тоже интересная семья из Индии, которая заняла первое место, хотя вот первую половину турнира я наблюдал, она находилась, в общем-то, внизу списка. Но в итоге тактика сработала о том, что, значит, Вайшали, видимо, прощупала подготовку и подготовку своих соперниц, и во второй части турнира, значит, в общем-то, выдала свою подготовку, которой вполне возможно многие не были готовы. Ну и там была борьба, так скажем, до последнего за первое место, и в итоге грамотные тактические, значит, ходы позволили вот Вайшали Прахананхи выйти, значит, в Вайшали Рамешбабу, я извиняюсь. Рамешбабу у них фамилия. Или, подождите, или Прахананха это фамилия. Ну, я знаю, что Прага называют Прагом, и он Рамешбабу. Нет, Рамешбабу все-таки фамилия, так что я извиняюсь. Ну вот она сейчас выходит, значит, на, получается, 2001 года Рамешбабу, 2005, посмотрите, им всего лишь 26 и 21 год. Ну, то есть вот интересная ситуация. В ближайшие несколько лет нарисовывается. Вполне возможно, что в будущем году, значит, если Вайшали все-таки выиграет чемпионат мира, станет чемпионкой у Цзюй Вэньцзюнь. Тоже сильная шахматистка, но, правда, я не помню, чтобы она последние разы где-то играла, но она уже из другого Цзюй Вэньцзюня, уже из другой, как бы, с другой возрастной категории, она 91-го года, вы понимаете, разница в 10 лет, это уже, считай, поколение в шахматном уровне. Сейчас вот это, значит, отмечает 75-летие Карпова. А вот если вы спросите у людей просто, а сколько лет Карпову? Так он там с экранов не сходил лет 50. То есть и многие думают, что там про Карпову там, короче, там под 90 лет. А на самом деле он молодой, ему 75. Он играть-то начал, когда еще был ребенком. Чемпионом там Советского Союза становился и так далее. Короче, ему там 15, 16, 17 лет было. И в этом отношении, конечно, я говорю своим слушателям, вот особенно бурятам, у нас большая проблема. В чем? В том, что буряты вообще, в принципе, играющая в шахматы нация. Мы в шахматы играем, у нас есть даже свои собственные шахматы, называется шатар. Причем их два вида. Есть 8-клеточные, есть 10-клеточные, там, с добавлением телохранителей и так далее. И правила игры, ну, они, в общем-то, несколько видоизмененные и близко напоминают скорее шантраж, нежели чем современные шахматы. В этом отношении, конечно, там есть развитие, тоже там какая-то конфедерация была там по развитию шахмат там, и так далее. Но один из, значит, основателей вот этого общественной организации, он пропустил срок, значит, подачи отчетов о деятельности, да, пропустил, ну и, в общем, мудаки из Министерства юстиции, да, Республики Бурятии, вместо того, чтобы позвонить, сказать, слушай, ты там пропускаешь срок, там, давай какой-нибудь отчетик брось нам, они взяли и ликвидировали эту организацию, короче, общественную, да, ну, то есть, ну, глупость несусветная, ну, то есть, там же все сидят в юридическом, все буритосы сидят, буритосики. 100%. Я ж туда ходил, там документы пытался подавать на переоформление там одной организации, ну и потом выяснилось, они письмо написали о том, что я не то чтобы даже возглавлять общественную организацию не могу, будучи судимой за экстремизм, но и даже быть участником подобной организации. То есть вы поймите, что когда, значит, Халтарова судили, его судили не за то, что он там писал там или еще что-то, его судили за его будущее. То есть они не хотели допускать, чтобы я, значит, какие-то общественные организации возглавлял. Это очевидно. То есть, ну, такая проба-подготовка, так скажем, да.
И, естественно, что вот на этом поле, да, когда буритосы вообще никакой не общественной организации создать в Рашке не могут. Хотя а, создание общественной организации, да, в Рашке вообще проблем не составляет. Ну вот вы перед тем, как мигрировать, например, да, в Соединенные Штаты Америки там, или еще в какие-нибудь страны, ну, сходите, зарегистрируйте какую-нибудь там семейное сообщество сохранения бурятского языка, типа, короче, или там какую-нибудь на свою деревню там какую-нибудь мы не Мухор, мы не Шибирь, например, или какая-нибудь организация там буряты против Семисюх, например, ну или еще какую-нибудь организацию общественную. То есть это все должно быть зарегистрировано, зарегументировано там и так далее. Подавать отчеты там это простенькое дело, там какие-то гранты, может быть, даже есть, там что-то можно создавать там и так далее, какие-нибудь мелкие локальные инициативы, например, какую-нибудь мусорку или свалку там возле своего дома можно разобрать, да, или например, какая-нибудь волонтерская организация, где вы там с трудной молодежью работаете, короче. Что-то, ну, вот какая-то активность такая социальная есть, и она дает вам 100-500 плюсов, так скажем, во время миграции. Вы можете всегда сослаться, что вот в общественной организации занимались, значит, возникли сложности, проблемы, значит, там обязательно там через какое-то время, если вы успешные будете, так, к вам начнут чиновнички там заглядывать, там на всякие беседы призывать там и так далее. А вы все это под диктофончик там и так далее. А что хотите, что зачем? Да нет, там, пожалуй, не буду с вами сотрудничать, там, пятое, десятое. Ну, вот в таком формате. Это все на запись, это все потом на Google диск забрасываете для своей же безопасности, например. Или там, например, какую-нибудь газету на бурятском языке. То есть русские же очень хитро поступают. Они что делают? Они говорят, вот же есть возможность организации общественных организаций, да, вот мы там грантики типа выделяем, вот там, значит, приводят цифры, там, натурально, действительно, там, в Республике Бурятия, там, запланировано на будущий год, там, 5 или 10 миллионов на развитие бурятского языка. Пожалуйста, бери, не хочу. Понимаешь? И вот эти вот буритосики там хитренькие всякие, которые связаны там со всякими значит, министерствами культуры, министерствами, да, они там сидят, эти денежки пилят, и никто об этом знать не знает. А у каждого там карманная общественная организация, короче, какая-нибудь родственничек там с деревни там и так далее. И там же тоже, тот же такой же фрауд, короче, вот они там вместо выпуска газеты, например, ну, что-нибудь там в интернете где-то публикуют, какие-нибудь PDF там, материалы там и так далее, которые до широкой общественности не доходят. А этим достаточно, ну, вот, потому что такие гранты хитрые. И Ванюшки потом говорят, а вот посмотрите, ну, вот уже отчеты там, посмотрите, все отлично, там, с языком проблем нет никаких, вот же вот газеты там, народные инициативы там, местные там и так далее. А то дело, что, другое дело, что в этих статьях-то ничего нету, в том, что они пишут там. Частью это вообще просто выдумки одного человека, да. И в этом отношении вот я сейчас задумался, а есть ли вообще у бурят какой-нибудь СМИ, которая вообще в принципе существует на целый свет, да. И когда я вот этот давал деньги на радио, я не знаю, правда, сейчас кто это бурятское радио финансирует, Бурят ФМ, они же ведь тоже мульку-то делали на то, что это радио будут где-то за рубежом слушать. Я вот сейчас слушаю, значит, ну, одних там своих знакомых. И смотрю, они вот эту пропаганду всю хавают, которая там через это бурят-монгольское интернет-радио идет, короче. А, как вы знаете, я же противник всего бурят-монгольского, потому что это все же, ну, это фикция. То есть это фикция по... Бурят-монголы — это естественные противники бурятского национализма. У них логика довольно простая и отточенная. Отточенная войнушками, отточенная, значит, вот этой всей массы манкуртов. И в какое-то время, в 70-е, там, 80-е годы, вдруг войнушки поняли, что они же создали такую массу люмпено-комбедовскую из буритосов, которая за одно поколение может быть китайцами перекована в ярых там хунвейбинов там и так далее, да. И они поняли о том, что уничтожая национальное, да, они вот получат некоторый продукт,
которые не хотят допустить к своему советскому столу, да, своему русскому советскому столу, с одной стороны. А с другой стороны, этот же советский продукт, быдломасса в итоге, да, она может быть в одно поколение там, или там в течение 10 лет китайцами перекована в ярых хунвейбинов, которые будут, значит, не под китайские танки кидаться, а кидаться под русские танки. И естественно, что вот они решили в 70-е годы, а давайте-ка вот сейчас и казахам, и кыргызам там подбросим кость. И вот они начали там вбрасывать там везде через своих ученых, всяких вот этих краеведов, там всякой вот этой массы, да, через обкомовских этих всяких деятелей, всякие запускать методички там, значит, по которым вот там Чингисхан, там это предок казахов, там предок кыргызов, там даже вот у якутов тоже какое-то там движение есть, что Чингисхан, там, значит, это на самом деле это тоже и наш этот предок и все прочее. А я знакомился со всей этой литературой, читал ее там в 90-е, в 2000-е годы. И действительно вот это вот ходили голодранцы эти бурятские, я помню, с голой задницей, там с потертыми штанишками там и так далее. Вот они там, значит, с тонкими шеями, с тонкими ручками. Я думаю, а где породы-то нету? Я говорю, как Чингисхан такую мог породу оставить? Откуда они вообще? Вот эта тонкая шея, тонкие ручки, короче, да? Вроде как и деревенские тоже бурятосы, да? Но по идее это должны быть крепкие воины. Там, значит, мечами махать, там, на коне ездить и так далее. Оттуда, я говорю, что-то странные какие-то. Бурят-монголы-то какие-то вообще непонятные, что это такое. А потом, ну, понятно, что начиная разбираться, в общем-то, во всех вот этих хитросплетениях этого нация строительства, да, я, в общем-то, пришел к выводу о том, что это же все фикция. То есть бурятосам подсунули вместо бурятского национализма, который, ну, должен так или иначе вырасти из ядра бурятской нации, из не бурятской интеллигенции, а именно из бурят, этнических бурят, должен вырасти, да, и вот, это сказка, как вот этот «Хоббит», как, значит, «Властелин колец», вот что-то вот, как, значит, «Дюна», да, как «Звездные войны», это что-то вот из той же оперы. Если мы сравним просто-напросто с литературной, там, с режиссерской точки зрения, да, вот этого формирования, мы просто увидим, что за этим стоит русский дирижер, который уже давно эту тему дирижирует. Но она с течением времени, она вот меняется. Сначала это были там панмонголисты. Я говорю, а какие панмонголисты там? О чем вы говорите? Феодализма не было у бурят, то есть у нас не было феодалов, она только начала формироваться, эта прослойка бурят-монгольских воинов, когда вот вонючки пришли. Но, собственно, почему буряты сдались, почему там всего там 50-100 лет воевали-то? Да потому что кончились. И кто сдал? Араты сдали. Это то же самое, как народившиеся, значит, бурятскую интеллигенцию, родовую аристократию, да, 18-19 века, да, в 20 веке, тоже араты, люмпино-комбедовская вот эта вот масса бездельников, дармоедов, короче, сдала, начала-то она в 20-е, там, некоторые плачут про репрессии, там, и так далее, потому что сами пострадали в это время. А сдача-то началась раньше, мы-то это помним. Вот те буряты, которые действительно пострадали от советской власти, они знают, что это все с 20-х годов началось. Когда вот эти комбеды устраивали, значит, колхозы же не только в 29-м году, коллективизация это началась в 29-м году, а колхозы-то они были ранее созданы. Просто в колхозы никто не шел, и для того, чтобы загнать в колхозы, была создана вот эта система коллективизации там и так далее. Сначала пряничком приманивали, а потом кнутом загоняли, отнимая скот и все прочее. Мы вот прекрасно помним, это в нашей истории внутри семьи передается. А у голодранцев советская история когда началась? Когда их пьяный дедушка, алкоголик, со Второй мировой войны вернулся, с Великой Отечественной, значит. И его там трудоустраивали, вот этого алкоголика, где-то он там пахал, короче, большую часть пьяный валялся, да, ну, вот, представляете, вот такие концерты устраивал, там, жену колотить начал, детей колотил. Это впервые в бурятской истории, вообще, в бурятской традиции началось как раз именно после Второй мировой,
когда вот эта пьянь, голодрань вся это вернулась, вот представляете, такие десятки тысяч боендух, да, вернулись вот такие вот маленькие, там, кривые, косые, никчемные абсолютно, там, боявшиеся выпрыгнуть с окопа, там, пойти языка взять, там, и так далее. Вот такой элемент. Ну, почему? Потому что выжили. Те, кто не боялся, те погибли. Это же стандартная тактика. Вот сейчас вот то же самое. Те, кто не боится воевать, да, там на драйве, там на всем прочем, вот они дохнут. Там где-то на передке крутятся, там и так далее, себя героев ставят. А вот такие типа БНД, где, ну, где-нибудь там взяточку дадут, там еще что-нибудь, может, еще что подставят там русскому офицеру. Там. Главное схорониться, чтобы живой где-то был. А потом, ну что там, приезжает, так, скидывает, герой, там, побрякушки эти. То же самое, как в Чечне было, значит, как они там делали деньги. За деньги делали награды себе, эти медальки. И это же известная тема была. А что? А потому что на старости вот медальку приложил, потом, значит, с удостоверением в пенсионный фонд, значит, они, ну, 300 рублей тебе за медальку, там, за другую 500 рублей медальку, там, еще за одну медальку, еще там что-нибудь какое-нибудь, да. Вот на это рассчитано. То есть вы не думайте, что медальки получают ради того, чтобы... Нет, они получают, чтобы на пенсии сидеть с плюс там 1000 рублей доплаты, короче. Вот и все. Вот никакой остальной логики нету. Естественно, что вот эта система начнет рушиться, когда вот этого велфера не хватит. И, естественно, когда бурятский национализм поднимет голову, когда буряты в Соединенных Штатах осознают свою политическую силу, сейчас пока этого нету. Сейчас вот Баир режиссер, например, да, он резонные вопросы задает. А что это вот вроде Балдан Лама 65 лет там катается там на траке, там деньги зарабатывает. Ну, я не знаю, насколько близка связь, так скажем, Баира Бурята с Балдан Ламой, но я знаю, что Балдан Лама имеет степень буддийскую. То бишь для него пойти куда-нибудь в университет преподавать, да, тибетский язык, монгольский язык. А я, насколько знаю, он по-китайски пишет, по-японски пишет. То есть он знает эти языки. То есть для него вообще проблем никаких нет. Тот факт, что он работал физическим трудом, ну, это говорит об его отшельничестве скорее. О том, что он вот показывает, что нечего там в 65 лет сидеть, плакать, ныть о том, что здоровье там потеряно и все прочее. Можно работать. И Америка дает возможность работать и до 100 лет. И в этом отношении, конечно, естественно, что вот те буряты, которые там впахивали всю свою жизнь, там и к 55, к 60 годам просто не доживают, да, ну, говорит о том, что очень тяжелые условия жизни у бурят. И вот не борются буряты за то, чтобы, ну, как вот москвичи жить, например, да. А почему? Не то, чтобы грамотежки не хватает, национальной идеи не хватает у бурят. Понимаете? Нету национальной идеи, чуйки нету. Почему нету национальной идеи? Потому что над национальной идеей нужно кому-то работать. И она, естественно, она есть. Имеется в виду, что она ничем не сильно не отличается от других народов. От французов, от немцев, от британцев, от американцев. Просто нужно знать, читать определенную литературу и так далее. Как бы свой бурятский камень, свою скульптуру, точнее, свою бурятскую идею, вот как отсекать нужно из камня. Она внутри камня этого. Как один скульптор говорил. Она скульптура там внутри, я говорю, отсекаю только лишнее. И вот нам нужно отсечь лишнее. И вот это, из этого лишнего я вижу это вот все это бурят-монгольское. И все, что вот не бурьское, оно все под бурят-монгольское сейчас мимикрирует. И вот эти все всякие там непонятные буритосы там что-то бегают там и так далее. А ты, ну-ка, родословную дай-ка, говорю, давай глянем, сравним. Да, у меня там есть, там, значит, там какой-то там, значит, бояр Жигмытов там писал, короче, там, Калангуа восхожу. Не, ты давай-ка, говорю, на ДНК сейчас. Мы тебя на ДНК. Ты давай-ка современный, ты этой штучкой нас не обманешь. Потому что я встречал таких вот буритосов, безродных абсолютно, да. Я говорю, откуда ты? Село Шенебуса. Блестяще говорит по-бурятски, там, значит, там еще на каком-то диалекте говорил.
А я говорю, ну вот, я говорю, вот такая же, вот у бурят же такая традиция. Он такой говорит, а я откуда знаю? Я говорю, ты не бурят, что ли? Первый раз вообще слышу, что такое у бурят есть. Я так, оп, оба-на. А я говорю, а может, и китаец обуреченный? Как, говорю, фамилия до этого была? Лю Жэньчин, Ян Фуцай. То есть, видите, то есть азиату вообще, в принципе, любому там корейцу, китайцу, маньчжуру, халху, мимикрировать под буритос, ну, проблем нету никаких. Лица одинаковые фактически. Вот я на этом чемпионате, на турнире познакомился с корейцами, с двумя. В общем-то, приглашу их в конце мая, наверное, на аудицию. Оба говорят на русском языке, там еще на 7, на 8 языках. Ну вот, и приглашу, поговорим по поводу как раз вот, потому что он так на меня глядит. Откуда ты, говорит? Я было хотел сказать, что я с Северной Кореи. Ну, это... Ну, в общем, пошутить, так скажем. Ну, вот, и... Смешно было. Ну, они-то, я думаю, к северным корейцам нормально относятся. Сами корейцы. Никаких у них там идеологических или еще каких-то проблем нет, но если на официальном уровне, конечно, там южнокорейское законодательство довольно жесткое. То есть, если они, допустим, где-нибудь дали интервью северному корейцу, то, конечно, у них проблемы будут, это естественно. Ну, вот. Ладно, речь не об этом, речь о том, что как вот этот инородец, внедренный в бурятское, да, он мимикрирует под бурят-монгола. А я понимаю, что если внутри семьи там рассказов нету, или внутри семьи они все знают, что они китаёзы, допустим. Причем из вот самых вот этих богомерзких хуатяо. Еще как бывает, что вы посмотрите любые, значит, исторические документы, да, проституция. Значит, Верхнеудинск, проституция в другие места. Вы всегда найдете о том, что проститутками достаточно много работало китаянок. И представляете революцию, что происходит, и куда вот эти, значит, детишки, куда они деваются. Да, вот это этих. В кого они превращаются, эти детишки? Рожденные там от евреев, от русских там и так далее. Они мимикрируют, потому что до поры до времени китайцам было опасно быть. Даже в советское время, 30-е, там, другие годы, да. Если кто из них не ушел там воевать за коммунистов в 40-е годы, да, и кого не выслали после конфликта на Даманском, я такого видал. Дедок, и там, значит, он ехал и там с китаянками общался. С двумя вот это студентки были, которые русский язык учили, там ехали вместе с нами в этом. Я смотрю, что это дед какой-то кудрявый. Ну и вот, и в общем, и потом эта бурятка, Саяна, по-моему, ее звала, она говорит, а почему они так странно с ним общаются? Ну, то есть, он же по возрасту их старше, а они как-то с ним по-хамски вроде как, я так понял, что общались. А это говорит наша, которая нас сопровождала. Она говорит, он же метис. В Китае к метисам очень плохое отношение. И действительно, видимо, дедок-то хапнул достаточно сильно, и вот ему приходилось там как-то достаточно комично выглядеть. И я вот понимаю, что у этих людей, у которых нет национального своего, да, они это откуда могут почерпнуть? Из книжек, из видео. А какие книжки? Русские разрешают бурятам печатать. На бурят-монгольскую тему, естественно. Понимаете? Логика-то в чем? А что такое бурят-монгол? А это не бурь. Это вот не бурь. Это какие-то вот народы там непонятные. Тунгусы-маньчжурские, кетские там, значит, автохтонные народы, да, вот эти сибирские маленькие, которых в силу определенных условий, ну, вот в 20-е годы записали в буряты, потому что нужно было делать большую бурятскую автономию.
Не от Енисея до Амура, а вот, ну, конкретно, потому что при Бурнацкоме там же была как бурятская через полосица, там Богданов предлагал, если вы помните, да? Почему? Да потому что не было у них тогда даже понимания того, что вот этих вонюшек столыпинских можно всех штыком прогнать обратно, откуда они пришли, или загнать в определенное место, где бы они там сидели, например. И они руководствовались, вот эти революционеры, да, бурятские, тем, что, ну, вот мы как есть. Вопрос будем решать. И как есть, это значит вот формирование бурятской через полосицы. Ну и поэтому, но там в Москве-то понимали о том, что если через полосица будет, да, то как буряты будут жить богато, русня бедно. Буряты будут жить богато, ванюшки будут жить бедно, короче. И рано или поздно это приведет к определенного рода национальным конфликтам, потому что уже тогда, да и в 70-е годы ванюшки там, значит, из всякой Украины, там, из Беларуси, там, сказки своим рассказывали, что буряты им где земли выделили плохие. Такие буряты плохие. Да, голодране там с голой задницей приехали, там им давали, там доставили до 1000 рублей подъемных, это столыпинской братья. Самую лучшую бурятскую землю они воровали, а с другой стороны, поскольку они же голодранцами на черноземе стали, почему? Потому что они лодыри и тупые были. Единственное, что их преимущество было, они размножались в огромном количестве, поэтому они были нищие. Контроля рождаемости не было. И почему ванюшки это сделали? Они не хотели, чтобы от бурят зависела 100% поставка, значит, сельскохозяйственной продукции. Понимаете? Вот в чем дело. И вот они знали еще тогда, что у бурят большой, огромный потенциал для роста, для вот этого вот населения Иркутской области. Сколько сейчас там? 4-5 миллионов, да? Это же все буряты могли быть. И что вы думаете, мы сейчас бы в таком положении находились бы, бедственным, упадшим? Там ходили голову склоня в Иркутске, например. Да нет, естественно. И, конечно, ванюшки это все знали, просчитали, заселили этим отребьем. Отребье объело нас. Всех наших лидеров. И вот не сбежали. Вот их принудили там остаться за бурят бороться. Вражки, понимаете? У нас не было, в отличие от казахов, от узбеков там и так далее, от туркменов, огромные, значит, диаспоры, которые вот еще в 20-е там годы уехала, когда они поняли, что все, кранты сейчас будут уничтожать. Татары, башкиры тоже спаслись многие, интеллектуалы. В Османскую империю выехали, в Турцию. Там их наследие осталось, в том числе генетическое. А вот у бурятов не оказалось таких. Ну, там, правда, говорят, вот там сбежали шанаханские бурятосы там и так далее. Так а что они там? Их много, что ли? Там 15-20 тысяч? 30 тысяч этих бурятосов. Их 3 тысячи всего. То есть даже в условиях, когда у них там 120-150 тысяч КРС, их всего там 3 тысячи. То есть их тоже давили, их тоже уничтожали, они не могли размножиться. Они сейчас никакая бурятская там женщина там по 7-8 детей не рожает, потому что работать надо с утра до ночи. Скот этот, это вам не, значит, какое-то зерно, которое кинуло, оно само растет. Это гораздо более сложная система сельского хозяйства, нежели чем вот сеять и пахать. Поэтому вот проблема. И, конечно, вот эти вот безродные, у которых ничего нету, они, конечно, вот за это бурят-монгольство ухватываются. Что вот греза это, знаете, что там какой-нибудь халк поднимет свою задницу, значит, и скажет, вот мы бурят берем под свой контроль. Ну и там такие сказки, вот там придут волонтеры воевать. Я говорю, а где вариант такой, что они скажут, а нахрен нам это? В какой-то момент времени. Ну, то есть людишки просто вот романтизируют свое убожество. Там бурятское, там еще какое-нибудь, там, хоринское, там, хори-тумацкое. Там, это как ее?
как Баргутская или еще что-то там. Я говорю, потому что если бы, я говорю, вообще в принципе у монголов была идея национальная какая-то, да, вот у всех этих монгольских племен, да, я говорю, никогда бы империя Чингисхана бы не распалась. Никогда бы харчины вместе с маньчжурами не устраивали бы геноцид айратов, например. Никогда бы, как во времена Челбалсана, значит, не происходил бы геноцид бурятского населения. Понимаете? То есть вот есть простые ответы в истории, которые вот эти бурят-монголы не хотят видеть. А почему? Потому что это русская идеология, она ниспослана, так скажем, с барского плеча. И вот этот несознательный бурятос люмпинокомбедовец, да, восполняя свой дефицит, так скажем, легитимности бурятской, он, естественно, это воспринимает как некую идеологию. Но не видит абсолютнейшую искусственность этой идеологии. Потому что она не несет за собой никаких понятий о нации, никаких понятий о недрах, никаких понятий о политической воле. Вот что бурят-монгольство сейчас несет бурятосом вообще? Кроме вот культурной компоненты, там, смены имен, значит, там, каких-то нарядов, там, изучения монгольского или бурятского языка. А что в нем такое, что закрепляет твое право на эту землю, например? Ничего же ведь этого нету. Где твои социальные, политические интересы это бурят-монгольство защищает? Этого тоже нету. То есть смешная получается ситуация. То есть русские своими знакомыми, законами лишают бурят все, и вот эта имплементированная идеология бурят-монгольства, она фактически закрепляет вот этот лузерский, никчемный статус каждого бурят-монгола, кто себя так называет. Вы просто подумайте об этом с точки зрения критики или с точки зрения белого американца. Разве он бы пошел, белый американец, вот на подобное, да, говорить, что он не белый американец, землевладелец, да, что он завоеватель, и вообще здесь его власть американская, здесь его предки создали эту конституцию американскую. А про что-то другое, там, связанное с тем, что он там английский язык изучает, там, и так далее. Был такой момент, когда они там себя рыцарями посчитали на юге, из-за того, что Вальтер Скотт там парочку романов написал, да, и вот оно, значит, пошло у них там, развилось, что вот они на самом деле не грязные, вонючие инцестники, там, значит, глупые, абсолютно бездумные, которые просто спекулируют на рабском труде, да. И, ну, они создали вот такую, значит, вокруг себя флер такой романтизма там и так далее, значит, бросились воевать с северными штатами, в итоге в пух и прах проиграли. И потом, не желая признавать проигрыш, и северные штаты, к сожалению, не провели в свое время реконструкцию юга, какой ее видели аболиционисты. В итоге это привело к тому, что они создали закон о Джима Кроу, да, и создали ужасные условия для афроамериканского, негритянского, бывшего арабского населения. И здесь то же самое. Я вот и вижу о том, что вот это бурят-монгольство, это что-то вот напоминающее ту систему, которую вот создали, значит, белые американцы для своих бывших рабов. И здесь тоже такое же. Бурят-монгол не укусит русского. Бурят-монгол никогда не затребует своих прав. Выйдя там на площадь Советов, или как ее там называли, площадь Баирова, и с плакатом мы сказали: мы хотим независимости и суверенитета. Мы хотим Бурятию для бурят. Он никогда не скажет бурятам бурятскую власть.
Он никогда не скажет Бурятия это Енисея до Амура. Он будет говорить, что нам и в нашей деревне хорошо, нам и в нашем концентрационном лагере хорошо, и мы прекрасно живем, и пайка у нас хорошая. Вот на это направлена вот эта бурят-монгольская идеология. И все адепты этой бурят-монгольской идеологии — это все рабы русских, которые активно там остальных награждают, там, манкурты, там, значит, предали, там, заветы Чингисхана и так далее. Ну, какую-нибудь чушь, вот такую историческую смесь, значит, толкиенизма, значит, с «Звездными войнами». И это все работает, потому что, вы поймите, пропаганда же, она не основана на просто каких-то теоретических наработках. Это еще и исторический опыт. Все это работало, вся вот это вот режиссерство, вся вот эта драма, так скажем, она работает. Она создает вот этот фон, это исторически, то есть это на основе исторического опыта, на основе контроля, да, для того, чтобы скармливать плебсу, значит, демосу вот этому, да, какие-то определенные постановки и так далее, направлять их в определенное русло. Это тем же занималась любая религия. Любые религиозные наставления, они носят сходный характер. И тут ничего нет, что если целая русская машина, там десятки, а то сотни, а то и тысячи ученых над этим работали, над тем, чтобы воссоздать. Сначала они хотели с помощью бурят-Монголии, значит, оттяпать Монголию у Китая, всю Монголию. Помните, что Монголия была до 49-го года, в том числе внешняя Монголия и внутренняя Монголия, они, в общем-то, сохраняли определенную часть автономии. И вот мы, кстати, будем как раз разговаривать в одной из следующих передач с ребятами, с Камилем и с Михалом по поводу того, как русские, еще будучи в имперское время, обманули монголов после 1912 года, после Синьхайской революции. Когда они вписали на монгольском слово, которое монголам казалось означает независимость, а потом оказалось, что это автономия. И мы обязательно об этом поговорим, и об этом бурят-монгольстве, как о идеологии, которая сейчас 100% полностью стоит, значит, на службе у русского режима. Все, кто ее продвигают, это даже не манкурты. Манкурт — это больное животное, больной человек, инвалид фактически. Это осознанные враги бурятского национализма. И кого мы видим в этой канве? Мы видим там этот Эрхетен, мы видим этот Тузгар и так далее. То есть кто там возглавляет? Старая стукачка, карлица. Мент, который в Центр работал, по словам Надежды Низовкиной. С другой стороны, оперная певица, которая, ну, понятно, что там ею режиссировать легко. Ну, что такое оперная певица? Это что-то романтическое, что-то выдуманное, что-то работающее по заранее прописанному сценарию, так скажем, да, есть. Она же не может петь вот что хочет. Все уже написано за нее, да, то есть по определенному сценарию работающий. Эти все, которые там бурят страшный, бурят режиссер, тоже они работают в этом. Мы бурят, монголы, там что-то это. Так они же режиссеры. Их на это готовили, дурить бурят. В какой-то момент, например, они могут переключиться, значит, вернуться обратно там, да, и заниматься русской пропагандой. Но они работают на внешний, как говорится, на внешнюю публику, те, которые разъехались. Именно на тех бурятосов, которые, вот, из которых глину сделали советская власть. Вот эти советские бурятосы. Они еще и не бурят-монголы, но нужно их обработать. Потому что мало ли попадут под национализм бурятский, скажут. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Понимаешь, нужно обязательно там что-то внедрить. Да вот вы западные там сидели, управляли. Я говорю, кто управлял? Я говорю, буряты никогда не управляли Бурятией. Это были так называемые номиналы.
которых тоже скармливали Западу через прессу и так далее. Вон, посмотрите, там в Бурятии бурят сидит. Но в реальности ни сейчас, ни тогда буряты не управляли. Вот Мадагоева критикует, там, что он что-то там сделал и так далее. Так а он сколько предприятий привез? Сколько они денег вложили вот в эти люмпино-комбидовские колхозы? Для того, чтобы буритосы вот эти, хоритуматы могли там барана своровать и сожрать. И вспомните землянки после Второй мировой войны, в каком состоянии буряты жили. То есть для чего это делалось? С гуманитарных целей это все делалось. Все, что там Мадагоев сделал отрицательного, это он все сделал с гуманитарных целей для того, чтобы лишнюю копейку прогнуться, попку русскую поцеловать, чтобы денежек выделили. Чтобы, наконец-то, магазины в 1966 году были заполнены в Улан-Удэ и в других местах товарами. Чтобы карточную систему, которая до 1966 года действовала, отменить. Чтобы не только военные городки там снабжались по первому номеру, чтобы вот эти все предприятия, БМДК, там, кондитерская фабрика и так далее не обслуживала только один завод, чтобы это еще поступало на продажу местному населению. Вот для чего это все делалось. А вы и дальше продолжаете там в эти сказки всякие верить, потому что, это проще. Потому что бурятскому националисту надо каждый день над собой работать. Бурятскому националисту нужно каждый день утром повторять: Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. И делать что-то в этом направлении, чтобы эта триада в реальности осуществилась. А гораздо проще там что-то выдумывать, в каких-то сказочном мире жить, представлять себя там великим воином чингисхановским там, и так далее, которые сжигают там Багдад и все прочее. Сотрясатели вселенной, я помню, там один преподаватель нам говорил, мне это так смешно было. Монголосфера. Но это сказка, ребята, друзья мои. Все, надо уже, буряты уже выросли. Неужто эта война в Украине не показала, что нам надо с этих штанишек выпрыгивать, детских? Нам надо за свою нацию, за свою территорию, за своих братьев и сестер брать ответственность. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Встретимся с вами на волнах ИМИ Радио через неделю в это же самое время. Всем пока и до новых встреч. Sagşe ungırolada Uğunşu seja zahalada Bişammataya zalağa hayreb Turuşim dorun Turuşim duran Bişammataya zalağa hayreb Turuşim dorun Turuşim duran Залу себршил я богадалада Зохид ханшанда бурлагадалада Залунан шиел унгералада Турушим дурын Турушим дурын Сет кылдым мунхыхында
sardelehen inagadorem, ufingadorem.